Ребят, я на рыбалке, нахожусь на Старице, и смотрите, уже Старица весь во льду. И пришлось объехать там возле берега как-то, а там на повороте вообще уже замерзло все. В данный момент попалось две щуки и плотва. Вот такая мощная плотва. Возьму я эти две сетки еще, и здесь оставлять не буду, потому что каждым днем, каждыми ночами все больше и больше уже замерзает все это дело. Как бы поздняя осень на дворе. И рисковать не буду. Можно на одну ночь еще, в принципе, оставить, но я больше здесь рыбать не буду. Где-то на окраине Старицы, может, оставлю. Одна единственная Старица возле моей избушки. И то уже начал замерзать. Вот, ребят, я уже возле избы. Буду заготавливать дрова. Приволок, сколько там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 чурок. И буду я колоть, заготавливать дрова, потому что сейчас у меня еще время есть. Погода позволяет, дождя нету, снегопада нету. С рыбалки вернулись. Проверил еще две сетки. Ну и снял тоже. Там оставил одну сетку только. Еще попалась, одна щучка. Вот такая. В общей сложности 3 щуки и 1 плотва. Вот такой улов сегодня. Не знаю. Сегодня на ужин буду готовить картошку. Буду жарить картошку. Потому что у меня дофига картошка остается. Я привез ведро. Увозить обратно не хочется, а пожарю. А крупа, макароны, что останется, это ничего страшного. Я в амбар вынесу. И в следующий раз уже мне не придется тащить на себе. Скажем, если я в ноябре на лыжах приду сюда. Я хлеб возьму и все. И даже хлеба у меня остается. От силы я еще здесь буду 4 дня. Все, она больше не получится. 4 дня, если я пробуду тут, думаю, достаточно будет. Собак с собой не брал сейчас на рыбалку. А никого не видел. Тишина. Вот. Между прочим, дофига уходит дрова. Это, считай, кирпичная печка. А если железная печка, он горит почти круглые сутки. И представьте себе, сколько дров уходит. В основном сырую березу. Сырая береза дольше горит. Так, это сыроватая полена попалась. Очередной день без глухаря. Не окупается пока.
лицензии наши не окупаются. Сегодня, где ходил, я надеялся увидеть косачей, но ни одного не встретили. Завтра сходим на север. Завтра на север сходим, послезавтра снова на север. 2 дня поставлю на север, ходьбы на север. Какая-то надежда, может, будет там, с той стороне, там посмотрим. Возле болот сходим, посмотрим. Должны же добыть хоть одного глухаря. Как так? Сколько сегодня? 9 число. 4 дня получается уже. Или 9, или 10, я и не помню уже. 9. 4 дня. Хоть рыба немножко есть, и то хорошо. Тула. Тулан. Тулана я не ругаю, ребят. Пусть. Ну вот один минус, он не находит хозяина, он по своему следу обратно идет. Что вот позавчера к лодке пошел. Вот сейчас я тоже думаю, может там тоже какие-то звери были, может олени, животные, может олени тоже, потому что следы-то были. Я там говорил, что видел следы оленя, может там олени были, и он за ними побежал. Но так размышляю я так. Обычно так уходит, но ходит минут 10, я его не вижу, 15, бывает 20 минут. Но он приходит ко мне. А вчера он сколько там, позавчера, долго тоже ходил. Где-то 2 часа, наверное. Потом я слышал, как он лаял. Но внимания не обратил, я думал, где мы расстались, думаю, там и будет нас ждать. А оказывается, надо мне было посвистеть тогда, может, пришел бы. А он полаял и ушел к лодке. Сегодня вот так вышло. Он даже вот убежал. Но он за оленями бежал. Не просто так. Молодец, с одной стороны молодец. Он не боится. Айда как почувствовала, что там какой-то зверь, там еще она вот меня не на шаг. Вот самосохранение у нее такое большое. Буквально там возле меня 2 метра еще. Но уже 100% я понимаю, что где-то что-то, какой-то зверь. А Тулан себе интересно тоже сегодня повел так. Шаг такой сделает, там спокойно так шел. А дома, вот, скажем, корову увидят, так на задних лапах стоят, лают так жестко. А здесь уже поведение совсем другое. И надо вот тоже привыкнуть к этим поведениям, знать, вот что там, кого вот видит этот собака. Скажем, если ты охотишься на того же оленя или на лося, ты пока ты будешь, не зная, как ведет себя собака, ты там, ну как сказать, не определишься, зверь убежит. А вот ты уже по повадкам собаки знаешь уже, ты, когда вот такой походкой пошел или так себя, так полаял, ты уже знаешь, кого лает или куда и кому побежал собака. И также вот, скажем, по боровой птице там собака одним голосом, вот, скажем, лает глухаря, а уже зверя совсем другим голосом.
Я все же надеюсь, ребята, что рано или поздно Тулан себя покажет. Я очень надеюсь на это. Мне хочется показать, как он работает. Все мне хочется показать вам. Всю охоту. Но вот все не поснимаешь. Это не тундра, как и не лес такой. Вот знаете, вот сегодня вот оленя видел, но как там поснимаешь, если там такой столько деревьев. Бывает, с лосем встретишься, там буквально на секунды ты его видишь, буквально секунды. И он, зверь уходит, там шаг сделает, и он так быстро прячется, что мгновение, вот как молния. Они такие, вот лоси. Я первый фильм, первый промысел, когда я показывал, снимал 2017 года, наверное, там 10 мгновений или что там, осенней охоты, наверное. Вот, там с Айдой мы на другую речку ходили. Тоже Айда лаял, там лаял. Что за зверь, думаю, а там лось вышел. Буквально 30 метров от меня стоит тоже. Голова, лопатка, вижу голову, лопатку, половину туловища. Очень хороший мишень был. Отсюда, наверное, километров 10, наверное. Очень далеко. И вот такие кадры, вот, скажем, если с нормальной видеокамерой поснимать можно. Если когда зверь стоит, остановился и стоит. Вот. А когда на секунду он появится и все, исчезает. Показал сегодня, где лежал вот этот лось. Старый лежанка, конечно, но видели, в каких местах они прячутся. Простому охотнику это не найти. Это с хорошей собакой, может, как-то еще, а ты не догадаешься, где он может прятаться, этот, скажем, лось. Вот так. А лицензии нет, и охоты не будет. Никакого показа не будет про охоту на лося или еще. Вот. Спят бездельники мои. Отдыхают. Ладно, ребят, я вот сейчас поговорил опять с вами. И на этом буду заканчивать этот очередной день. Буду считать, что день прошел нормально. Я вдоволь ходил очень много. Устал сегодня даже. Ну и сейчас у меня немножко обычный быт будет. Расколю дрова, затоплю печку, приготовлю ужин, почищу рыбу и буду отдыхать. А посмотрим, что будет завтра. Будем надеяться, что завтра уже подстрелим глухаря. А подстрелим или нет, вы увидите завтра. А на этом все. До завтрашнего дня, ребят, вообще. Ой.
Mande. Mande. Ну что, ребят, очередное утро. Выходим в тайгу. Сегодня 10 число, 10 октября, 6 часов. Ну, без 5, 6 утра. Встали в 5 часов, пока там собрались. Получается уже почти 6. Ну, расцветает, нормально, уже светло. Сейчас пойдем на очередной поиск глухаря. Посмотрим, что из этого выйдет. Также возьму 2 собаки, обе собаки возьму. Ну, не будем терять время, сходим. Озера уже, ребят, покрываются льдом. Ну, сегодня -1 ночью было. А впереди вроде как опять оттепель. Ну, заморозки не обещают. А потихоньку свое берет. И озера, там старицы начинают замерзать. Айда пуля убежала вон туда. Он туда-сюда бегает. Я как будто тоже слышал звук крыльев. Тулан не может понять, он далеко впереди был. Он сейчас остановился. Куда Айда убежала? Она кто-то на дереве сидел и взлетела. Да, мимо ушей у нее тоже я услышал звук крыльев. Я по болоту иду, ребят. Капканы, которым уже несколько лет не пользуюсь. По всей тайге так раскиданы капканы. Она улетела, там, наверное, кополуха видно было. Иду, ребята, вон оттуда. Вылез из этой жопы, вообще там жесть. Сырое место, валежники. Мама не говорит, там дорога. По квартальной просеке сейчас буду идти, короче, по хорошему месту. Собаки здесь что-то бегали активно, я не знаю. Может, какая-то птица тоже была. И вот, строго на север. По одному курсу сейчас буду подниматься. По нехоженным местам. По лесопунтовским вырубкам, возле болот. Туда в прошлом году тоже ходил я. Показывал, фильм был. Прошлогоднюю осеннюю охоту, кто не смотрел, можете посмотреть. Ну, будем сравнивать, что в этом году мы там увидим. В прошлом году только вроде как косачей я видел. И все. Из-под собак кополуха поднялась. Видно, улетела. Почему-то не лают. Видно, далеко улетела. 2 раза я услышал, как букнул там кополуха. Там Айда. Она... Одна штука видно была. Сойки кричат. И тут
Тулан вон. Да, видно, не щела. Не щела Копылуха. Полетела дальше. Я только бормотание услышал и все. Здесь ходить хорошо. Не так сыро. Терпимо. Где-то 5 километров так. По этому просеку буду идти. Потом уже буду зигзагами по тайге идти. Тулан. Где-то вон там взлетела. Айда кого-то лает. Слетов не слышал. Непроходимый молодняк тут оказался, пока шел. Недалеко. Она долго не лает, оставляет. Привычка глупая у нее. Ой, там подсаду сколько. Копылуха. Вон она. Буквально от меня 10 метров даже. Куда она лает, блядь? Я на лай собаки иду. А птица вот тут оказалась. Улетела птица. Надеюсь, в кадр попала. Ладненько, сейчас гляну еще. Снимать пока тут не буду вообще. Жесть. Ходите. Ребят, шлепнули мы одного красавца. Все, фу. Молодой глухарь. Все, Господь. Все. Тырма. Хватит. Вот так. Совсем молодой какой-то. Фу, Господь. Блин, собаки налетают на птицу. Фу, нельзя. Господь. Вот он, ребят. Глухарь. Молодой самец. Ну, что такое? Фу, Господь. Ну вот. Начало есть, ребят. 2 раза выстрелил. Первый раз выстрелил. Почему-то не попал. Хотя птица... Недалеко была птица. Вторым выстрелом я вот в грудину. Ну, куда прицеливался, примерно так и есть. В грудину попал. А здесь пуля вылетела. Ну, обычная рана. Ничего такого тут нету. Туман прилетел на поздно. Я не ожидал. Вот на этой сосне, на нижних сучьях он сидел. Все спонтанно получилось. Заснять ничего не смог. Выстрел ничего. Самое главное, добыли. Тулан, ой, айда молодец. Сработала. И там Копылуха еще, оказывается, сидела. Все, хватит. Вот так.
Ладно, в рюкзак и идем дальше. Или где-нибудь я оставлю на эту птицу, потому что мы возвращаться тоже по этой просеке будем. Где-то метров 300, наверное, от просеки я отошел. Все отлично.